Пишем очередную игру, тема которая у нас свечение с кромвелем, или кромвель как светляк. Пишу уже, не знаю, которое видео, там 4-е, 5-е или... Но цель этого видео и цель тех видео, которые идут в паре или в комплекте, или в системе этого видео, это исследование кромвеля как светляка с моих рук, с рук Тадархана, некоего игрока. И свечение у нас происходит на разных картах. Цель посмотреть, как может кромвель светить и приносить очки, не очки, удачу, неудачу. Я игрок очень даже средний, и поэтому я не мастер, не профи. И тем не менее пытаюсь выстроить для себя стратегию свечения. Но правда без согласования с командой я это все делаю, хотя надо вот сейчас надо вот прописать, типа я свечу. Так, я прописал, что я светлячок. Тогда типа все так точно, вон там тоже, вон двое аж побежали посветить. Ну посмотрим, чего мы добьемся. Может быть мы поможем друг другу. Да, уже один высвечен. Ну что делать? Убегать от него? Да, я пытался убежать от них, но от кучи навороченных танков, да, убежать тут практически не судьба. Ну, посмотрим. Наша цель была свечение. Мы по пути еще пытались подобрать товарищей, ну хотя бы нанести там урон какой-никакой. Мы понаблюдаем теперь за действиями наших танкистов. Полезны мы были или бесполезны в этой игре? И будем следить за мастерством ведения боев. Наша арта не попала. Зато попадает по нашим танкистам. Угу. Но против троих тут двое. Тут надо... Так, да, они наносят уроны, и мы им наносим уроны. Так, некий Алекс из 7-го уровня а у них танки-то, по-моему, с 8-го уровня, да. Все танки ну, сейчас подберут его наверняка. А тот откатился назад. Если попасть еще по Тойота, да, это один выстрел небольшой, его сжечь тогда. Вот другой должен помочь в этом. Да, ну вот Алекс молодец, он умело воюет. Кто умеет прятаться. Ну, сейчас все равно его сожмут. Да, вот. А тот левша, который... Он должен был вообще помочь вот Алексу. Ну, вместо левши я бы, конечно, выполз бы, все равно добил бы вот это вот... То-то танк, да. У него там всего несколько-то осталось. ПХ
одного выстрела было бы достаточно его убрать, но Левша теперь сам борется. Ну вот правильно, он подобрал дальнего. Причем, ну вот там, видите, сзади подошли, видимо, да, дайте-ка я попытаюсь. Ага, вот. Это... Так, это левша у нас. Они, видать, разобрались с теми, кто позади их там нашпиговывал. Ну, боюсь сейчас... Ага. Мимо. Одного выстрела должно хватить его. Нет. Ну да. Не взяли. Не взяли мы противотанковое орудие. Арта тупорылая, ну, я тоже как бы сказал бы, конечно. Действительно, вот арта не попадает. Ну вот, один танк на счету есть. Ну давай, арта, если сейчас промажешь. 1284 где вот? Ну да, потерял из виду теперь. Тут светил. Кубик в кинче. Кубик в кинче. С артой до 7 уровня дойти, но тут уже все равно опыт какой-то должен накопиться. Именно в артах. Но я сам пытался играть в арту, вот честно сказать, я бы в арты не играл. Это не мое. Поэтому я не сильно их ругаю. Почему? Если бы я играл бы, я бы наверняка был бы нубом из нубов. Но в этой игре, я думаю, мы потерпели поражение. Сало танкист. А вдруг удача, да? Мало ли что. Ну вот теперь наша артиллерия зашевелилась. Ну вот да. Второе подбитие. Но теперь уже у арты шансов нет, конечно. Шансов у арты нет. Сейчас один выстрел сзади, и он сгорит как спичка. Арты горят как спички. Вот он не успел отойти. Итак, мы сейчас посмотрим на наш результат нашей игры свечение Кромвель. Но результата практически никакого на этой карте. Почему? Потому что нас задолбали сразу 3 танка. Ну и там другие танки высвечивали. В общем, с вами был игрок Тадархан в игре в теме Кромвель как светляк.